Всем здравствуйте, это программа «Мы вам покажем». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы в гостях у Полины Матвеевой. Полина у нас handmade, да, мастер, можно сказать. Именно в направлении, в котором она работает, это заколки, резинки, да? Да, бани и ободки, повязки, галсы и можно. Это все для детей? Да. Угу. Полина, расскажите, когда вы начали вот этим красивым делом, творчеством заниматься, да? Ну, как всегда, наверное, как и все рукодельницы, начала, когда сидела на декрете, когда родилась дочь, вот. И когда она была маленькая, уже я хотела наряжать ее такими красивыми бантиками. Потом я сначала покупала, но потом я уже подумала, ну что, я сама не могу сделать такое же, или повязку сделать, или бантик. И потом пошло вот до этого. Все-таки, получается, дочка сыграла такую роль, да? Действительно, когда, наверное, у девушки появляется дочка, наверное, вот такое желание есть украшать ее, одевать красиво, как куколку, да? Да. Ага. У вас одна дочка? Да, одна дочка и сын старший есть. Им по 10 лет и 7 лет дочери. Она уже 1 класс закончила, и поэтому можем сегодня показать, как будем делать галсы к нему и заколочки. Давайте, очень интересно. Так, для этого нам что понадобится? Насколько простые материалы, да? Нам нужна лента 4 сантиметра, это для бантика подойдет. А вот для галса берем 2,5 сантиметра. Это что за лента? Как называется? Репсовая лента называется. Репсовая. Они более плотные материалы, и они долго служат. Держатся. Чем атласный. Я атласный не люблю пользоваться, поэтому лучше репсовые ленты, они долго, вечно и цвет сохраняют. Так, еще что? Еще линейка обязательно, зажигалка, ножницы, клей-пистолет и иголка с ниткой. И мононит нужно. И еще вот украшения. Всякие разные. Вот сколько фантазии, да? Играет. Еще вот вижу резиночки, да, у нас? Это резина, чтобы галсы и... Это уже готовые такие продаются, да? А не готовые, я сама делаю вот такие. Вот эти вот сами делаете? Это для кучки продаются. И пришиваете просто, да? Оказывается. Так. Вот. Сейчас берем вот это 2,5. Так, я буду за вами повторять. Да, вы как хорошо подготовили все тут. Так, скотч убираем, да? Это чтобы было аккуратно, прямой линии делаем. И отмеряем сначала 33 сантиметра. Примерно 33. Это для нашего галстука хвостик он будет. 33. Так. Это стандартный размер его. Ой, подождите-ка. От нуля же, да? Так, и плюс потом 3 сантиметра. Вот так, да? И отрезаем, да? Да. Так, почему именно 33? Чтобы хвостик был. Это у нас Это же галстук надо, да? Будет длина нашего галстука будет. Хвостик он будет. Так. Вот. Сгибаем вот так, да? Чтобы как бы щель была между ними. Чуть-чуть. Так,
И сверху, чтобы она не двигалась, сжигаем. Вот так и наверх. Так, вот так, да? Угу. Или А там чуть можно. Ага. И вот так, ну, лучше маленький. Угу. Вот так нажимаем. Все. Она не будет катиться и все. Ну, оказывается. Мгм. Так. Потом берем 24 сантиметра. 24. Угу. Так. Так. Отрезаю, да? Угу. Еще один. Еще одну. Угу. И вместе концы соединяем зажигалкой, чтобы слиплись. Это как вы сделали? Вот так. А, так, да? Ага. Так. Ага. Угу. Все? Все. Пока оставляем. Вот. Вторую тоже так делаем. Точно так же. Угу. Мгм. Вот так. Ну, почти вот. Мгм. Вы вообще когда-нибудь проводили мастер-классы? Нет, не проводила. Ну, спрашивали люди, ага. Но я пока еще не додумалась до этого. И там место нужно арендовать, поэтому пока еще нет. Немножко проблематично, да? с этим? Угу. Мгм. Пока мне сейчас берем 19. 19. Это сколько нам нужно лент таких? Ну, метр 52. Это 1,5 метра на один галстук уходит. Это много. Так. Еще один. Еще один. Ага. 19. Ага. Опять же так делаем. Зажигалкой припаиваем края. Точно так же сгибаем, да? их? И края зажигалкой. И точно так же все, да? Ага. Ага. Это... Еще один. Также берем. Теперь уже маленький. 13. 13, да? Угу. Мгм. Тоже 2. Угу. И тоже так же, да? Угу. Ага. Лина, вообще заказы у вас, я так понимаю, вы на заказ, да? На заказ делаю в делаете? основном. Мгм. А если наличие тоже делаю, Ага. но заказы для для школы, они А, оптом заказывали. Коллективно, да? Ага, коллективно заказывали. Мгм. Ну, мало. Мгм. Было мало заказов, но было очень много заказов для бантика, чтобы одинаковые были. Мгм. И еще делала для танцевального коллектива, потому что бантики делала. Одинаково Ага. получается, да? Мгм. Вообще самое такое удачное, популярное время года, когда заказывают. Это какой сезон, может быть? Ну, это для девочек, поэтому самый сезон это 8 марта. Перед 8 марта заказывают. Я там делаю как букет Мгм. Ага. для бантика или коробочку для одежды. И все. Теперь будем соединять эти Так. все. Интересно. Мгм. Мгм. Теперь самые длинные. С длинных начинаем. Мгм. Так, да? Мгм. Мгм. И что делаем? Берем клей, пистолет и чуть-чуть по углам клеим и нахлест делаем. Вот. Чтобы. Сверху. Да? Мгм. Ага. Чтобы здесь половина как бы делать. Для этой ленты захочется, чтобы. Вот так, да? Так. Это у тебя вот здесь вот
наоборот. Начала. Ага, вот так. Вот так, да? Ага. Ага. Так, помогите мне с пистолетиком. Чуть-чуть нужно, чтобы потом, когда будем пришивать красоту, там, чтобы игла хорошо влезла. Прошла, да? Ага. А то если клея много будет, иголка не очень хорошо будет проходить. Ну, горячий пистолет, я думаю, у многих сейчас, да, есть. Мгм. Так, вот так, да? Мгм. Мгм. И также средними лентами проходим опять. Мгм. Вот. Опять наполовину, чтобы вот этот хвостик Ага. проходил. Мгм. Так. Вот. И сюда. Мгм. Так. Мгм. Вот смотрим, что у нас получилось пока что, да? Примерно. Ну, примерно уже начинает уходить. Да? Что-то выходит уже. Ага. Так. И последние маленькие, которые ответственны, Мгм. мы сзади прикрепляем. Мгм. Вот так. Вот. Мгм. Так. М. Вот так, да? Мгм. Чтобы Мгм. вторую тоже сзади прикрепляем. Ну, хоть симметрично хотя бы. Мгм. Ну и вот. Да. Более похоже. Да? Мгм. Так. Мгм. Теперь это еще берем. Нам нужно, чтобы вот это прикрыть, берем маленький отрезок, чтобы примерно такой, чтобы закрывал. Мгм. Чуть больше, да? Мгм. Ага. Так. И что-то приклеиваем. Да. Чтобы половина спереди была и половина сзади закрывала. Вот так. Мгм. Мгм. Так. Ну. Мгм. Вот эти углы приклеиваем вот так и потом закрываем. Мгм. Так, Закрываем. так, Мгм. так, потом так. Мгм. Ага. И последний раз. Сколько примерно вот времени уходит на такой бант, на галстук? А то сейчас уже приравнилось, и мне надо 10-15 минут. Всего, Мгм. да? Мгм. Чтобы сделать. И потом пришить. Вот. И сверху. И сверху. Последний. Так, потом почти готов наш галстук. И теперь нам нужен красоту. Зеленый. Так. Ага. Зеленый. Можно вот такой взять большой, чтобы издалека было видно красоты. Чтобы блестело, да? Ага. Или можно взять, если не очень, как голландский идет, да? Аккуратно выглядит. Хотя более для взрослых. Вот это мне нравится. Дешевле. Я как сорока, да? Вот. Так.
чтобы придержать, сначала просто клеим Мгм. и посередине, чтобы было. Мгм. Вот специально где-то заказываете по более дешевой цене или вот в Якутске приобретаете красоту? Мгм. Вот такие ювелирные серединки я заказываю с интернета. Мгм. Так, вот такие не найду, в Якутске не найду это. Мгм. Или они бывают дороже или в 3 раза Дороже, дороже. да. Ага. Ага. Называется. Ну, почти готов. И присылаем. Мгм. Самая важная часть это, Так, чтобы самая нелюбимая моя часть. Ага. Так, а нитка какая специальная, тоже капроновая? это нитка мононит называется. А, как леска, да? Ага, леска. Чтобы она будет Прочная? держаться прочно, долго Мгм. держаться. Мгм. Иголка у меня маленькая, не понизывает. Тоненькая совсем Мгм. иголочка. Мгм. Но это тоже зажигал, опять же. Мгм. Кончики, да? Мгм. И начинаю пришивать вот между дырками. Так, а здесь нет дырочек. А вот здесь, чтобы между лепестками вот так. Между. Ага. Мгм. Мононит не будет видно там. Мгм. Ага. Поэтому я люблю мононити пришивать. Мгм. А если обычная нитка, то она сразу в глаза Бросается, да? бросается. Ага. Мгм. Сколько видов заколок у вас вообще примерно Ой, я и не считала. делаете? Я Ну, не вот считала. видим прямо, да? У вас Мгм. есть какое-то уже название, я вижу, да? На якутском. Ага. Заколкала. Заколкала название. Это... Ага. Да, я не стала что-то там умудрять там названием. Ну и по-якутски, я якутска, поэтому Мгм. по-якутски назвала. Мгм. Я думала, что не пойдет, что не будут заинтересоваться в этом. Но Но оказалось наоборот, да? Да. Люди интересуются. Наверное, вам всегда есть что подарить знакомым, да, а то девочкам. если у них Качество девочка подарка. есть, Да, ну, сама делай. Вот, да. Мгм. почти готова. Мгм. Осталось только. Так, давайте. Ага. А так, а как приходят вообще идеи к вам? Вы сами придумываете, что сделать, или смотрите какие-то мастер-классы на Ютубе Мгм. тоже, да? Да, смотрю сначала в Ютубе, там как делают, потом смотрю, как делают другие мастерицы из бани, которые делают. Мгм. У них вдохновляюсь светом Мгм. или что-то кабошонными серединками. Мгм. Вот. И просто делаю. Ага. Вот. Так, ага. Все, сзади, да, начинаю. Это между лепестками. Так. Выходит. Видимо, я сильно все-таки приклеила. А прям поверх, да? Мгм. Чтобы держал нитка. Мгм. С него между лепестками. Мгм. Она все равно не будет видно. Мгм. Люди тоже смотрят, когда я на ямах участвую. Мгм. Они видят только лесу и думают, что я приклеила. Мгм. А я монолити пришивала, но Мгм. они не видят Мгм. и думают, что они А упадут. что они отклеятся, Мгм. упадут, да? Да. Мгм. Ну, я говорю им, что они пришиты. Мгм. А так на ярмарках часто принимаете участие? На ярмарках. Ну да, в основном на ярмарках ухожу. Мгм. Так как у меня магазина нету, чтобы продавать. Чтобы выставлять, наверное, Ага.
Ну, зато есть социальные сети, да, где можно ознакомиться. И через WhatsApp, через социальные сети там заказывать. Ну, там фотографии есть. Красота. И вот последний. Да, кстати, нитки вообще не видно абсолютно. И вот здесь кончики, как треугольник делать. Отрезаем уголки, да? И зажигалочкой. А есть идеи что-то еще, чем-то еще заняться, другим каким-то видом? Ну, я сейчас заинтересовалась полимерной глиной. Буду делать из полимерной глины что-нибудь, браслетики, белки, там, для детей, подростков. И вот. И под конец самой кульминации этого резинку. Можно использовать булавку, но булавку родители не любят, так как они боятся, что дети будут уколоться. Смогут уколоться, да? Ну, опасно немножко. Так. Так, какой стороной? Как правильно? Это у нас вот так выглядит. Вот это. И берем это, чтобы закрыть вот этот. Заднюю часть. Смотрим, сколько нам понадобится. А по размеру, да? Вот как раз задника нашего, да? Там будет клей держать, сзади закрывать. И вот наш галстук готов. Можно надевать и идти, да? Да. Сейчас мы Они наденем. крючочные. Да, вот как раз что удобно с крючочком, да, который Удобно. Полина сама сшивает, да. Посмотрим, как это выглядит. Можно и взрослым. Ну что, вот такая красота у нас получилась с Полиной, да? Полина, вам большое спасибо за такой интересный мастер-класс. Впервые делала. Да. Надеюсь, все получилось. Надеюсь, понравится всем. Да. Полина, у вас какие планы дальнейшие? Что хотите, чем живете, о чем мечтаете, что планируете? Ну, по творчеству, да? По творчеству, ну, буду делать бантики все равно. У меня материалы есть, заказываю еще. Еще хотелось бы, вот, который я интересовалась глиной, тоже хочу, и очень хочу найти магазин или что-нибудь, чтобы выставлять свои бантики на продажу. Какое-то помещение, наверное, да? Да. Ну, пока это планы еще будущий. Ну, я думаю, все впереди, и обязательно все получится у вас. Вам творчество, вдохновение. Спасибо вам, что приняли. Спасибо и вам тоже за интерес к моей творчестве. Ну и до встречи, наверное, да? Спасибо, Полина. Все, это была программа «Мы вам покажем». Оставайтесь с нами, творите, создавайте, занимайтесь творчеством.